Доброе утро! Сегодня понедельник, 24 мая. Еще немного и наступит календарное лето. Ну а эту последнюю неделю весны с вами проведем мы. Степан Федоренко. Полина Долинская. Ну, начнем утро, как всегда, позитивно, с максимальной пользой проведем этот час. Да, сегодня автомобилистам, я думаю, будет особенно интересен наш эфир, потому что советы юриста будут как раз-таки касаться вопросов ДТП. Дачники научатся правильно высаживать тюльпаны. Ну и, конечно же, мы расскажем вам последние новости, устроим встречу с интересными гостями и начнем мы с самого интересного, друзья. Да. Ко Дню защитника детей, защиты детей, ко Дню защиты детей наш телеканал объявляет конкурс рисунка телеканал Якутия-24 глазами детей. Нам очень интересно, каким вы видите наш канал, работу ведущих, операторов, режиссеров и всех тех, кто создает картинку на телеэкране. Конкурс будет проводиться по 3 возрастным группам – с 4 до 8 лет, с 9 до 12 и с 13 до 15 лет. Итоги и награждения состоятся 1 июня в День защиты детей в прямом эфире «Утро Якутии». Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа формата А4 в любой технике. Это может быть акварель, гуашь, тушь, карандаш, пастель или цифровой рисунок. Работы принимаются в электронном виде по адресу nvk-news@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков» до 18 часов 30 мая с указанием данных об авторе, образовательном учреждении и место жительства. Лучшие работы будут показаны в межпрограммном пространстве телеканала 1 июня, а авторы 3 лучших работ, которых выберет жюри, будут награждены ценными призами и грамотами. Ну и, конечно, у нас есть уже первые участники, учащиеся Тулагинской школы. Именно их работы вы сейчас можете видеть на своих экранах. Присоединяйтесь к участникам из Тулагинской школы, присылайте свои рисунки. Мотивируйте своих детей участвовать в конкурсе «Утро Якутии». Ну и хотелось бы, конечно, напомнить наши средства связи. Это, конечно же, номер WhatsApp. Номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Присылайте на него привет и поздравления для своих близких, а также какие-то интересные, добрые, позитивные утренние новости. Также рассказывайте, как прошли ваши выходные. Погода в городе у нас очень хорошо, прям благоволила к семейным прогулкам. Ну и, конечно же, наш аккаунт в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, отмечайте нас. Вы там всегда можете просматривать анонсы будущих программ. Ну и, конечно же, смотреть те самые передачи, которые вы по какой-либо причине посмотреть не смогли в прямом эфире. А прямо сейчас к нам присоединяется наш новостной обозреватель Сергей Михедов с последними новостями. Якутия, доброе утро. Вашему вниманию блок новостей, в студии Сергей Михедов. Приняты социальные поправки по итогам послания президента. В числе новшеств, принятых Госдумой, оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до 7 лет включительно в размере 100% от заработка. Норма заработает с 1 сентября. Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей. Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. Сумма пособия в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля. Также с 1 июля работникам Алроса проиндексируют зарплату на 4,91%. По словам гендиректора Сергея Иванова, компания в этом году планирует создать более 800 рабочих мест. 300 новых сотрудников трудоустроят в Удачнинский горнообогатительный комбинат, 150 в Айхальский. Управление капитального строительства набрало уже более 200 человек, и еще 100 новых рабочих мест появятся в других подразделениях. Некоторые из них ждет изменения. У нас запущен проект по объединению аппаратов управления
Мирнинского и Нюрбинского ГОКа. Значит, сразу хочу сказать, что это вообще никак не касается рабочих цехов на местах. Как 2 ГОКа работали, так они и будут работать. И там все, там, как я говорил, скажу позже, рабочие места будут увеличиваться почти на всех ГОКах. Это касается только аппаратов управления, которые находятся в Мирном. Знаете, аппарат управления Нюрбинского ГОКа, аппарат управления Мирнинского ГОКа. Соответственно, будет там 1 главный инженер, там 1 зам по общим вопросам, 1 зам по логистике и так далее. И это касается только ряда функций, которые будут объединены. Старшеклассников планируют научить разбираться в налогах. Федеральная служба готовит учебник для школьников. Пособие будет предназначено для учеников 10-11 классов. Об этом сообщил руководитель службы Даниил Егоров, выступая на марафоне «Новое знание». В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации, отметили в пресс-службе ФНС. Более 400 девятиклассников Хангаласского улуса написали контрольные работы по одному из учебных предметов по своему выбору. Напомним, проведение основного государственного экзамена ОГЭ в этом учебном году было отменено. Вместо экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы. В Хангаласском улусе их написали 413 учащихся. Отметим, что результат контрольной не будет являться условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал. Манижа заняла 9-е место на песенном конкурсе Евровидения-2021 в Роттердаме. «Я собой горжусь», прокомментировала артистка результаты конкурса песни. Напомним, певица Манижа представляла Россию с композицией «Русская женщина». Вместе с ней в составе бэк-вокала выступила якутская певица Юлина. Всего за российского представителя отдали 204 балла. Победителем Евровидения в этом году стала Италия. Сейчас пока все. Увидимся чуть позже. Большое спасибо, Сергей. Кстати, в Якутии 16 мая началась массовая вакцинация против COVID-19. Ну и как показала практика, есть еще люди, которые не до конца восстановились после перенесенной коронавирусной инфекции. Сейчас мы предлагаем сделать зарядку. Доброе утро! Сегодня я покажу новый комплекс упражнений под названием «Полное йоговское дыхание» для восстановления дыхательных органов, а также для стрессоустойчивости, от депрессии и нормализации нервной системы. Первое упражнение – диафрагмальное дыхание. Делаем глубокий вдох носом и выпячиваем живот. Выдох через рот. Воздух весь уходит. И еще раз вдох, выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох, вдох носа, выдох через рот. 8 вдохов и выдохов. Следующее упражнение – ключичное дыхание. Пальцы на ключицу. Делаем глубокий вдох и поднимаем ключицу. И выдох через рот. Делаем вдох носом. Выдох через рот. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Итак, 8 раз. Следующее – реберное дыхание. Ладошки на ребра. Делаем глубокий вдох. Раскрывается ребра. При этом не поднимаем грудной отдел. Выдох через рот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох.
выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 8 раз. Следующее упражнение. Мы объединяем эти 3 дыхательных комплекса в одну. То есть, когда мы делаем вдох, наполняем живот воздухом. И во время вдоха еще наполняем грудной отдел. Делаем выдох, с грудного отдела воздух уходит. И перемещаемся на живот, и с живота тоже воздух уходит. Итак, вдох, живот, грудной отдел, выдох, с груди на живот. Итак, 8 раз. Будьте здоровы, всего вам доброго, не болейте. Кстати, это эти вот упражнения, вот наши утренние зарядки, они полезны, вот именно диафрагмное дыхание, оно полезно и просто для общего оздоровления организма. Тем более, что сейчас за окном у нас потихонечку, но лето наступает. Самое время гулять в парках, дышать свежим воздухом. Можно там же и проводить те самые дыхательные практики. Я думаю, это будет очень полезно. Ну а в этом году производственное объединение «Якутцемент» отмечает свой полувековой юбилей. Специально к этой дате предприятие открывает собственный корпоративный музей, главным экспонатом которого станет интерактивный макет цементного завода. Подробнее об этом расскажет Виолетта Засимова. Стартовым для Якутцемента считается 1971 год, когда ввели в эксплуатацию первую технологическую линию и выпустили первые партии клинкера и цемента. Прошло полвека, сейчас предприятие производит до 500 тысяч тонн цемента в год и обеспечивает 100% потребностей республики в этом строительном материале. Помимо этого, Якутцемент строит по всей Якутии социально значимые объекты, такие как школы, детсады, больницы. Одним из самых заметных введенных объектов предприятия является исторический парк «Россия. Моя история» в городе Якутске. Вдохновившись этим грандиозным культурным объектом, руководство Якутцемента к 50-летнему юбилею решило обновить и расширить свой корпоративный музей. Изначально мы, имея опыт строительства музея «Россия. Моя история» интерактивного, и мы очень близко дружим с руководством этого музея, поэтому обратились к ним за советом, как лучше организовать музей предприятия. И они нам посоветовали обратиться в музей имени Ярославского, краеведческий наш музей, что мы и сделали. И на сегодня у нас заключен договор, мы очень плотно работаем с сотрудниками музея Семеном Юрьевичем Акаемовым и Матреной Семеновной Винокуровой. Они разрабатывают, будем так говорить, историческую концепцию нашего музея. То есть они собирают в запасниках и в нашу информацию о истории нашего музея и, соответственно, историческую часть прорабатывают. Под музей выделили помещение склада запчастей на первом этаже административного здания. На данный момент здесь завершаются внутренние работы, заказаны стенды, дизайнерские объекты, мебель. В процессе создания интерактивная модель цементного завода размером 2 на 4 метра. Это будет действующая модель, где будут показаны все циклы работы предприятия от взрыва до погрузки готовой продукции на баржу. Это будет сопровождаться пояснением диктора текстом, кроме того, соответственно, звуками там взрыва, работа печи, работа мельницы и так далее. И, над этим макетом будет экран, и на экране будут показаны фотографии реально действующих процессов. То есть человек, посмотрев на этот макет, сможет представить, увидеть действие, работу всего предприятия. Музей будет состоять из большого и малого залов, холла и гардероба. В малом зале планируют проводить различные лекции, видеопоказы и мероприятия. Музей сможет посещать любой, причем мы ориентированы в основном на молодежь, ориентированы на школьников, потому что очень много школьников приезжает к нам на экскурсии. Мы им показываем производство, но показать производство мы можем не все, потому что это вредное, опасное производство. Поэтому в музее наиболее наглядно они смогут ознакомиться со всеми процессами завода и посмотреть, что очень ценно, посмотреть видеоматериалы, поскольку основная ценность все-таки нашего времени – это люди. Открытие музея запланировано на середину августа и станет одним из главных юбилейных мероприятий Якутцемента. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
Чай считается не только вкусным, но и полезным напитком. Китайские знатоки чая говорят, что он полезен при любых болезнях. Но, возможно, и считать ли, что чай мы пьем каждый день? Как выбрать чай и как отличить хороший от посредственного? Обо всех тайнах чайного искусства мы сегодня поговорим с нашим гостем Аялом Акимовым, основателем чайного клуба «Отшельник». Аял, доброе утро. Доброе утро. Начнем с того, как вообще началось ваше увлечение именно чаем. Началось это несколько лет назад. В первое время, получается, в домашних условиях начал пробовать разные сорта чая. Ну, на начальном этапе это были обычные пакетированные чаи, да, подарочные наборы и так далее. Да. Потом в 2017 году я поехал в Китай жить, и уже будучи на родине чая, начал более детально, глубоко изучать этот вопрос. И в какой-то момент я почувствовал благотворное влияние чая на мою жизнь, как в плане духовно-морального составляющего, так и физического. Поэтому после этого я решил, у меня возникла идея, в общем, с этим поделиться со своими соотечественниками. И вот на сегодняшний день. И как примечательно, сегодня ровно 1 год, как был основан наш чайный клуб, 24 мая 2020 года. А много у нас в Якутске поклонников? Любителей чая. Вот именно такого, так скажем, чаепития, чайных церемоний. Да, в первое время я очень долго времени имел желание найти, как это называется, единомышленников. И на тот момент мне казалось, что я один в этом поприще, так скажем, да. Но как потом оказалось, есть довольно-таки много людей, которые увлекаются этой культурой и тоже занимаются. Вы с собой столько всего интересного принесли. Я так понимаю, у нас сегодня будет чайная церемония. Да, вы совершенно А правы. можно узнать, что мы сегодня попробуем? Что вы для нас приготовите? В первую половину дня с утра очень хорошо пить зеленый чай, поэтому сегодня попробуем зеленый чай тайпин хоукуй, который называется главарь банды обезьян. Правда, что зеленый чай, кроме того, что он тонизирует, он еще и выводит токсины и, в принципе, продлевает жизнь? А также еще говорят, что это хорошая профилактика онкозаболеваний. Совершенно верно. Все сорта чая имеют свои определенные благотворные влияния на организм человека. Так, совершенно верно вы сказали про зеленый чай, то, что он выводит токсины, и его хорошо пить в начале дня, чтобы в течение дня иметь бодрость. Ну, Аял, вы можете начинать готовить, мы вам будем по пути задавать вопросы. Чай мы, конечно, пьем каждый день, но, может быть, мы даже завариваем его неправильно, и тем самым как-то полезные свойства чая теряются. Могли бы вы нам именно рассказать более подробно, для того, чтобы от чая именно польза как раз-таки была? Показать, рассказать? Да, вообще китайская чайная культура, она имеет многовековую историю, и в данном случае мы заварим чай по методу гунфуча, так он называется. Что это значит? Это древняя традиционная культура, имеется в виду способ приготовления, так называется. Для начала мы пригреваем посуду. Вот эта посуда называется гайвань, что в переводе означает чаша с крышкой. В буквальном переводе. Она из какого-то определенного материала или это может быть простая? Да, это керамика, а так бывает разные. Получается, заваривание чая идет в 3 этапа. Сначала мы завариваем в гайване, потом переливаем. Вот этот сосуд называется чахай, что в переводе означает чаша справедливости. В общем, мы на первой посуде в гайване мы можем регулировать степень заварки, а потом льем в чахай и отсюда уже наливаем всем гостям. Сколько нужно времени для того, чтобы прогреть ту самую первую чашу? Буквально несколько секунд. Я в процессе разговора его немножко задержал, поэтому в этом особых таких примечаний нет, можно сказать. После прогрева посуды... Именно в теплую, да, мы помещаем? Да, в теплую мы насыпаем чай, да, и немножко таким образом. Что происходит чтобы раскрыть листья и пробудить его. Так. И вдыхаем аромат
У нас... Ну, я думаю, на сегодня попробовать такое мы время, все-таки да. можем. На сегодняшний день. Ой, замечательный Вау. запах. Действительно, он пахнет совсем не так, как это делаем мы. Да, чашки тоже мы предварительно прогреваем подобным образом. Так, А вот что касается именно посуды, из которой пьют, вот я вижу, у нас тут пиалы. да, это чашки, получается, это маленькие. Почему вот, часто задают вопрос, почему такие маленькие чашки, да? Вообще вот китайская чайная культура это не для того, чтобы утолить жажду, а вот проникнуться в сам процесс, как бы вот момент нахождения здесь и сейчас. А можно ли чаю опиться или, наоборот, перепить его? Это зависит от особенностей организма. Вот, допустим, мы сейчас выпьем чай из одной и той же посуды втроем, но на нас всех он может повлиять по-разному. Как бы, кого-то может взбодрить, кого-то, наоборот, расслабить и в таком плане. Почему у нас принято пить чай из таких больших кружек? Да. Ну, это у нас такая вот традиция сложилась. Может быть, это что-то связано с нашим гостеприимством именно? Возможно, но вот российская чайная культура, она тоже имеет свою глубокую историю. И вот я в данном случае работаю вот с китайской культурой, получается. В XIX веке, знаю, были даже такие целые компании, назывались чаевники. Они любили собираться, чаевничать. И это были, по-моему, на тот момент самые такие интересные вечера у них. Да, есть давняя традиция в российской истории, да, получается, тоже с давних пор русские купцы взаимодействовали с китайскими партнерами в сфере вот, торговли чаем. И раньше, да, вот эта культура тоже была очень развита. Сейчас вот немножко вот в что-то другое это перевоплотилось, можно сказать, модернизировалось. А вот дайте как раз советы по выбору чая. Чаев ведь много, как выбирать? Да, по выбору чая, это тоже, на мой субъективный взгляд, это дело вкуса. Если вот, исходя из своего личного опыта, то это нужно пробовать. То есть самому. сам Да. пробуешь, что нравится? Что-то потихоньку берете, пробуете, если это ваше, нет, так можете другой пробовать. А бывают ли противопоказания? Противопоказания тоже вот как бы индивидуально, допустим, если у кого-то переносимость, может, слабая там, или там давление повышенное или пониженное, это тоже вот нужно учитывать. Как бы это тоже от индивидуальности, А мы можем особенностей вот организма. чайник показать более крупным планом, потому что, насколько я знаю, у нас принято, чтобы именно чай был, вот мы по цвету судим, что чай заварился. Чем насыщеннее цвет, тем, значит, он готов. А тут я смотрю, практически вода прозрачная. Не, ну это зеленый. Это зависит, да, Даже зеленый чай сорта. могут заваривать. От сорта чая, который заваривается. Допустим, да, вот зеленые чаи, они имеют такой менее насыщенный цвет. Есть вообще, чаи делятся на 7 категорий. Как мы знаем, у нас только вот черный и зеленый, да? Красный и синий, я еще знаю. Да. Синий это не совсем чай, это вот тайский сорт, который вот, лепестки цветка, которые вот придают специфический синий цвет. Первый пролив мы смываем, потому что в процессе производства чая остаются некие примеси, и первый пролив выливается, потому что как бы очищение чая идет. Это делается для каждого вида чая или только для зеленого? Ну, для зеленых можно, в принципе, и без пропуска первого пролива, но все равно как бы рекомендуется как-никак в процессе производства. Друзья, запоминайте, самый первый и важный совет. Чай мы пьем со второго пролива. То есть первое у нас выводит все примеси, то есть и мы завариваем уже со второго раза. Да. В самом Китае выливают и все 2 пролива. Первый, они это называют пробуждение чая, а второй пролив они раскрытие. И после раскрытия с 3-го пролива начинают пить. Ну все. А действует ли это правило с пакетиками чая? С пакетиками там
совершенно простая история. Это одноразовое употребление чая. Это вообще пакетированные чаи делаются из остатков в процессе производства, которые остаются. Они как бы, по-хорошему они должны быть утилизированы, но как бы китайцы не могут позволить себе, чтобы что-то пропало, что можно продать, скажем так. Ну, вкратце расскажите о вашем клубе. Как я сказал... Почему название «Отшельник»? Ранее. Да. Как я сказал ранее, да, ровно год назад, 24 мая, мы организовали первый выход на природу в рамках чайного клуба. И сегодня можно считать, что у нас день рождения клуба. Почему отшельник? Это олицетворение человека, который в век высоких технологий, в век информационного потока имеет способность обратиться внутрь себя, уйдя во внутреннее отшельничество и находить ответы там. Скажем так, это такой немножко философский. Сейчас, кстати, взгляд. это очень популярно, эта осознанность. Да. Друзья, так что мы Очень можем много быть инструментов. осознанными даже в тот самый момент, когда мы пьем чай. Ну, конечно же, поздравляем Поздравляем вас с первой с годовщиной. годовщиной. Спасибо. Надеемся, не последняя. Друзья, а также Попробуем чай? Да. давайте. Мне потому что очень интересно. Он действительно тонизирует Да. и бодрит. Друзья, кроме добрым этого, сегодня еще отмечается День Кирилла и Мефодия. Также этот праздник известный как День славянской письменности. Ну и о других датах, событиях интересных этого дня в нашей рубрике «Даты и события». – 24 мая – День славянской письменности и культуры или День святых Мефодия и Кирилла. Сегодня День кадровика в России. Этот профессиональный праздник еще не получил статуса официального. 24 мая – Европейский день парков и День братьев. По народному календарю, если 24 мая дождливо или туманно, то и лето будет сырым. Если восход солнца багровый, то лето будет с грозами и пожарами. 24 мая 1844 года телеграфом Морзе отправили первую телеграмму из Вашингтона в Балтимор. 24 мая 1928 года экспедиция Умберто Нобеля на дирижабле достигла Северного полюса. Экипаж стартовал из бухты Кингс-Бэй на архипелаге Шпицберген. В 1956 году в этот день прошел первый конкурс песни «Евровидение». 24 мая 2003 года в Москве на Красной площади дал концерт Пол Маккартни. Это было первое выступление музыканта в России за его 40-летнюю карьеру. 24 мая 1743 года родился Жан-Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев. В этот же день в 1819 году на свет появилась Виктория, королева Великобритании. В 1830 году 24 мая родился Алексей Саврасов, русский художник-пейзажист, передвижник. 24 мая 1905 года родился Михаил Шолохов, советский писатель, нобелевский лауреат. В 1940 году в этот день на свет появился Иосиф Бродский, русский и американский поэт, драматург, переводчик, нобелевский лауреат. 24 мая 1941 года родился Боб Дилан, американский автор-исполнитель песен, актер, художник, нобелевский лауреат. Именины в этот день празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил и Ростислав. Всех именинников мы обязательно поздравляем с днем рождения их имени. Ну а мы прервемся Ненадолго прервемся. буквально на пару минут. Оставайтесь с нами. Доброе утро, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах НВК Саха, а также Якутия-24, ну и также тем, кто к нам только присоединился. В эфире
мы, Степан Федоренко и Полина Долинская. Желаем вам всего самого-самого доброго, и позитивного и бодрого в это утро понедельника. И чтобы понедельник, самое главное, не был для вас тяжелым. Напомним, наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него приветы, поздравления для своих близких и родных людей, а также какие-то позитивные, интересные утренние новости. Рассказывайте, как прошли ваши выходные. Наверняка у многих они прошли в саду и в огороде. Кстати, мы очень любим всякие разные новшества вводить в нашу программу. И сегодня у нас начинается премьера. Самое главное, каждый из вас может стать участником этой премьеры. Нашей новой рубрики. Сейчас ведущие Дмитрий Аргунов и Дарья Анкехова расскажут вам, как именно это сделать. Внимание на экраны. Строители, лайфхакеры и просто замечательные владельцы своих дачных участков. Нам без вас не обойтись. Присылайте нам свои идеи, фотографии своих замечательных участков, домов, бань и прочих строений. Можно даже видео, и мы с радостью вас пригласим к участию в наших программах. Действительно, замечательная возможность есть у наших телезрителей. Ведь, может, именно вы станете участником нового проекта «Подворье». Все очень просто. Присылайте фотографии, видео, желания, советы, лайфхаки. И свяжитесь с нами. Адреса и телефоны вы видите прямо сейчас на своем экране. Новый проект «Подворье» стартует совсем скоро. Лето вместе с Дарьей Анкехова И Дмитрием Аргуновым. Увидимся. Друзья, принимайте самое активное участие. Вы можете публиковать фотографии своих огородов, своих садов, своих подворий и отмечать обязательно наш инстаграм-аккаунт «Утро Якутия». Ну, либо же отправлять к нам на WhatsApp. Либо в WhatsApp, либо в Instagram отправляйте, и вы можете и сможете стать участником нашей программы. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну и сейчас пришло время новостей. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Доля предложений по экотуризму в стране составляет 2% от общего числа. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он сказал, что Россия занимает 5-е место в мире по числу природных объектов и 108-е место по доступности территорий. Россия – самая большая в мире страна по площади особо охраняемых природных территорий. И, конечно, имеет огромный потенциал для развития экотуризма с тем, чтобы стать страной-лидером в этом направлении, сказал Чернышенко во время рабочей поездки на Камчатку. Вице-премьер назвал ситуацию недопустимой. Он отметил, что в стране около 12 тысяч особо охраняемых природных территорий. Они занимают почти 12%. Специалисты рассказали, как избежать психологического воздействия телефонных мошенников. Например, чтобы распознать гипноз по телефону, прежде всего следует насторожиться попытками сфокусировать ваше внимание на голосе мошенника с целью добиться полного подчинения с реализацией всех команд приказов. В состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает воспринимать окружающую среду, отмечает эксперт. При этом многое зависит от склада личности жертвы, ведь все реагируют на внушение по-разному. Теперь к новостям нашего региона. В Чорапчинском улусе продолжается массовая вакцинация. За сутки прививку получили 39 человек. Это мало по сравнению с остальными улусами республики. Мы находимся на последних позициях, прокомментировал ситуацию главный врач Центральной районной больницы Артем Ксенофонтов. Лидерство по темпам вакцинации удерживает село Мындагай. Жители Булугурского наслега также активно получают вакцину. И в скором времени заболевание будет взято под контроль. Для большей доступности и комфортных условий прохождения процедуры Чорапчинская ЦРБ изменила график работы медкабинета. Теперь он работает до 20:00. Кроме того, для получения вакцины нет необходимости записываться, а можно подойти с паспортом, СНИЛС и медполисом в порядке живой очереди в любое удобное время. Последний звонок прозвучал для выпускников многих школ Якутии, в том числе и для Айтала Амукчанова-Пахомова. Он единственный выпускник Чамчинской средней школы Ленского района. Айтал оправдал надежды учителей, закончил год на 4,5, является победителем районных соревнований по масс-рестлингу. В данное время усиленно готовится к экзаменам и в свободное время тренируется. Летом на играх Манчары он представит родной Ленский район в составе сборной. Увлечение масс-рестлингом он перенял у отца.
Афанасия Мукчанова, который является неоднократным победителем районных и республиканских соревнований. Кроме этого, Айтал увлекается резьбой по дереву. Его искусные работы украшают дома родных. Онлайн-выпускной, в том числе и для Айтала, проведет НВК «Саха» 30 мая. Выпускники школ со всей Якутии могут отправить видео о своем классе, рассказать о планах и поздравить с окончанием учебы. Эти ролики покажет телеканал НВК «Саха» 30 мая в ходе праздничной трансляции. Отправить видео можно до 27 числа на почту nvk-выпуск2021@mail.ru. Принимаются ролики длиной до 3 минут в качестве Full HD в горизонтальном формате с указанием школы и класса. В прошлом году с инициативой провести онлайн-выпускной выступила служба интернет-вещания. В течение нескольких недель выпускники со всех школ республики присылали свои поздравления. Всего для участия в акции поступило около 150 видео поздравлений. Хорошая новость пришла из мира спорта. Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова вошла в список атлетов с нейтральным статусом. Это значит, что бегунье открыта дорога на международные старты в этом году. Об этом Сардана сообщила на своей странице в Инстаграм. Теперь остался один шаг на пути к мечте – попасть в десятку спортсменов, кто будет представлять нашу страну под белым флагом на Олимпийских играх в Токио, написала она. В конце июня состоится собрание федерации, и там должны решить, кто точно будет в команде. Глава Якутии уже поздравил Сардану Трофимову в своих соцсетях. «Друзья, давайте пожелаем Сардане удачи, мы верим в тебя», написал Айсан Николаев. Мы следим за развитием событий. Удачного дня. А мы тоже с удовольствием присоединяемся и будем обязательно смотреть трансляцию Олимпийских игр и болеть, конечно же, за нашу землячку, за нашу соотечественницу. Ну и далее наш эфир продолжит новости из мира звезд. Что нам говорят гороскопы на сегодняшний день? И с какой ноги вставать? Овен, забудьте о прагматизме, чуть больше откровений в сфере любви и раскрепощенности в браке. Вот что поможет сделать атмосферу более спокойной и гармоничной. Неделя благоприятна для начала диет и переходу к здоровому образу жизни. Телец, главное, чтобы цели не нарушали права ваших близких. Порой вы будете не слишком сдержанными в поведении и словах. Больше рассчитывайте на себя, меньше на помощь кого-то другого. Близнецы. Возможно, на неделе не сработает одна из ваших, как казалось, гениальных идей. Перешагните через неприятности, настройтесь на позитив. В конце недели, скорее всего, придется оправдываться перед кем-то из близких людей. Рак. В начале этой недели вам может поступить материальная помощь или предложение, связанное со сферой финансов. В ближайшие дни произойдут приятные перемены в личных делах, устранятся разногласия в браке. Лев. Особенно хорошо будут удаваться дела, в которых можно применить вашу врожденную харизматичность. Не бойтесь слишком настойчиво доказывать свою правоту. Для хозяйственных дел эта неделя подходит не лучшим образом. Дева. Вам следует тщательно оберегать конфиденциальные сведения. Одно неосторожное слово, и ваш секрет будет раскрыт. На этой неделе наступает решающий момент в личных делах. Весы. Избегайте утопичных идей. Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за жизнь. Совещаться с кем-либо не стоит, так как мнение посторонних людей в этот период будет лишено объективности. Скорпион. Собственные демоны на этой неделе могут заставить вас забыть про покой. Прекрасное настроение восстановится, как только начнете больше времени уделять мелочам. Не исключен сюрприз от близких людей, любимого человека или от потенциальных партнеров. Стрелец. Обстоятельства, которые внезапно откроются, требуют неторопливого анализа. Импульсивное поведение не лишено малоприятных последствий. Заключительный период недели – прекрасный момент, чтобы написать или позвонить одному из давних друзей. Козерог. Не забывайте об интересах противоположных сторон. Меньше сомнений в личных делах. Человек, которому когда-то признались в любви, а потом охладели, должен знать жестокую правду. Этот совет касается каждого из жизненно важных аспектов. Водолей. Вам следует любыми путями избегать дебатов. Главное – сохранить эмоциональное равновесие и уверенность в собственных силах. Середина недели порадует тех, кто, как казалось, безнадежно влюблен. Выходные гороскоп рекомендует посвятить только себе. Рыбы. Подумайте, какие дела постоянно откладывали, и приступайте к их реализации. Вторая половина недели, вероятно, потребует ответа на какой-то серьезный вопрос, связанный либо с финансовой, либо с межличностной сферой.
В Москве завершился фестиваль народных и любительских театров «Флинт Трамплин». Якутию представляла театральная студия «Синяя птица» с постановкой «Лысая певица» по пьесе Эжена Ионеско. О том, как прошел фестиваль, смотрите в следующем сюжете. Лауреат первой степени любительский театр «Синяя птица», Россия, Якутск. Среди 300 заявок на звание лучшего театрального коллектива за победу остаются бороться 35. Это финал фестиваля «Флинт Трамплин». И хоть театр здесь любительский, накал страстей от этого не уменьшается. Среди лучших из лучших коллектив из Якутска «Синяя птица». Для них это первый международный конкурс, который сразу принес им лауреата первой степени. И сегодня, что меня поразило, это то, что они уверенно взяли первое место, и у жюри вообще даже не было споров по этому поводу. Они вышли, сыграли, и жюри сказало «да». Пьесу Эжена Ионеско «Лысая певица» начали репетировать в сентябре. Показы планировали для своих, но позже передумали. Оказалось, не зря. После показа жюри во главе с народной артисткой Ларисой Лужиной не отпускают режиссера. Хвалят игру актеров, разгадывают режиссерские метафоры, даже извиняются за скромное техническое оснащение зала Москонцерта. Потрясающий спектакль, потрясающая игра. Особое осмысление пьесы, которую мы увидели. Вообще, нужно сказать, что Якутск нас радует. Если вы хотите выходить на эту сцену, вы любите эту сцену. В составе коллектива нет профессиональных актеров, зато есть юрист и преподаватель, архитектор и оператор, режиссер телевидения и даже артист цирка. Но оказалось, у молодого коллектива история создания длиною в 30 лет. Театр был создан на базе выпускников театральной студии при Дворце детства. И прошло более 30 лет. Мы решили снова объединиться, очень вдохновились снова нашей встречей. 30 лет спустя новый спектакль и сразу же в жанре абсурда. Задача не из легких. Актерам предстояло понять, в чем смысл той пьесы, где, казалось, смысла нет, а режиссеру выстроить логику там, где логика словно отсутствует. Очень интересная и сложная пьеса, которая для меня, например, загадка, и я ее разгадывала в каждую репетицию. Просто там столько можно вложить смысла, столько подтекста. Как самое настоящее произведение, оно многогранно, и разгадывать его можно всю жизнь. Гран-при фестиваля получила Народная театр-студия «Дебют» из Благовещенска, а также театр-студия Сергея Барышева «Чудомир» из Москвы. Ну а наша «Синяя птица» вернулась на родину и скоро предложит якутянам воочию разгадать тайну своего успеха. Лидия Алексеева, Светлана Кан, Александр Иванов, Москва. Как уже мы сказали ранее, сегодня, 24 мая, отмечают праздник – День Кирилла и Мефодия или День славянской письменности. Вот прямо сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Ирина Григорьева, которая нам расскажет про этот праздник. Доброе утро, Ирина. Ира, доброе утро. Доброе утро, коллеги, доброе утро, дорогие телезрители. Ежегодно 24 мая в славянских странах отмечается День святых братьев равноапостольных Кирилла и Мефодия. А с 1863 года в России отмечается День славянской письменности и культуры. Я хочу сказать, что все мы помним из истории, что братья Кирилл и Мефодий – это проповедники, миссионеры, которые создали первую славянскую азбуку, и после этого пошло развитие вообще славянской письменности. А вообще сегодня очень особенный день, потому что в России отмечается, это первый, единственный государственно-церковный праздник. Поэтому сегодня во всех православных храмах по России пройдут праздничные богослужения, в том числе и в Якутии. Сегодня в Преображенском соборе в 10 часов утра начнется божественная литургия. А я сейчас нахожусь в Якутской духовной семинарии. Рядом со мной отец Тихон. Отец Тихон, доброе утро. Отец Тихон, проректор по воспитательной части Якутской духовной семинарии. Давайте начнем наше общение. Наверное, оттолкнемся от азбуки. Все-таки Кирилл и Мефодий, святые братья, они создали уникальное творение. Вот какой расшифрованный код, какой мудрый посыл, какой щедрый дар, мудрое послание они нам передали. Да, действительно, святой Мефодий и Кирилл, они славятся тем, что создали систему знаков для записи славянских текстов, и эта система знаков, первая славянская азбука, получила название глаголицы.
Что они использовали для обозначения этих звуков, еще ученые спорят. Возможно, это было древнегрузинское церковное письмо, возможно, были какие-то армянские и эфиопские знаки, но их заслуга, безусловно, в том, что эта система знаков была введена в оборот, и благодаря этому славянские тексты смогли записываться. Уже чуть позже, после смерти святого Мефодия в 885 году, их ученикам принадлежит создание другой системы записи славянских текстов, а именно кириллицы. Просто так сложилось исторически, что их ученики попали на территорию Первого Болгарского царства, в греко-славянскую контактную зону, и уже начертания букв они приводили в соответствие с греческим алфавитом. Отец Тихон, Якутская духовная семинария – это первое учебное заведение в Якутии, вот, благодаря которой распространилась грамотность вообще на территории Якутии. Вот какова роль Якутской семинарии? История Якутской семинарии начинается с 1858 года, то есть это 163 года назад. И самое главное, что она смогла сделать в то время и продолжает делать сейчас, это подготовка кадров для священного служения, а в прошлые века и для обучения молодежи, детей и юношества. То есть она подготавливала учителей для церковно-приходских школ, которые, соответственно, и учили детей и будущей Якутии грамотности. Отец Тихон, сейчас это высшее учебное заведение Русской Православной Церкви. Вот какие дисциплины здесь изучают? Мы осуществляем федеральный стандарт по направлению теология и набор дисциплин специфический. Имеется, конечно, общеобразовательный блок, например, философия, безопасность жизнедеятельности, современный иностранный язык и даже физкультура. Это необходимый общий федеральный компонент. Но имеются и специальные дисциплины. Студенты учат священное писание Ветхого и Нового Завета, студенты изучают патрологию, то есть наследие святых отцов, изучают церковную историю, светскую историю и специальные языки, то есть древнегреческий и латинский. Отец Тихон, я знаю, что у вас есть очень интересная, уникальная библиотека. Давайте мы туда пройдем. И вот я хотела еще, знаете, что спросить? Вообще для Якутской епархии имеет особое значение для Русской Православной Церкви. Вот какая миссионерская деятельность здесь осуществляется? Якутская епархия ведет достаточно обширную деятельность на всей территории Республики Саха-Якутия. Это заключается в том, что мы поддерживаем церковную религиозную жизнь в арктических улусах. Священники регулярно посещают их с богослужением. Издаются книги на якутском языке, новые переводы священного писания. А также в самом уже городе Якутске ведется большая просветительская работа. Наши преподаватели и священники участвуют в открытых лекториях и так далее. Кстати, мы уже подошли, мы уже в библиотеке. Вот на столе уникальные рукописи. Пожалуйста, отец Тихон, расскажите, пожалуйста, что за уникальное издание у вас? В фонде Якутской духовной семинарии порядка 300 книжных памятников, в том числе кириллической печати, гражданской кириллической печати. Сейчас мы работаем на подготовку каталога, в котором будут все эти памятники указаны. Мстишь, и вот да? я приготовил специально две самых древних книги, которые у нас есть. Вот эта книга 1621 года. Это цветная триоть, то есть книга, которая используется во время богослужения. Что для нее характерно? Помимо того, что она 17 века, это то, что первая половина печатная, а вот вторая половина этой книжки почему-то была дописана от руки и была дописана разными почерками. То есть это уникальный памятник книжности, который имеет свою историю. Отец Тихон, вы можете вот несколько слов, отрывочек прочитать немножко, хотим услышать, как это звучит? Отрывочек да, звучит, конечно. Это богослужебная книга, поэтому как любой богослужебный текст, вот, «Исполнит за утром молитвы наша, и возгласы благословен, и мы, утверди Божий веру христианскую». Несмотря на то, что этой книге очень много лет, она очень хорошо сохранилась. Да, действительно, но она отреставрирована уже. А вот эта книга?
А вот эта вот печатная книга, это Библия 1766 года, одно из изданий Елизаветинской Библии. Она отпечатана в московской типографии, как я уже сказал, во второй половине XVIII века. У нее имеются гравюры, красивый титульный лист. Это также наше сокровище, одна из старинных книг, которая у нас хранится. Тетя Тихон, я вас благодарю за то, что вы сегодня рано утром проснулись ради нас, пришли сегодня и показали свои уникальные рукописи и вообще рассказали о Якутской духовной семинарии. Но я хочу немножко подытожить наше общение тем, что все-таки вот азбука, то, что мы получили, вот это мудрое послание, это щедрый дар, опять же повторюсь, от наших предков, от святых Кирилла и Мефодия. Это как бы такое послание, чтобы люди жили достойно, в праведном, созидательном труде, можно даже с добром в сердце и с Богом в душе, да? Праведный созидательный труд, он всегда хорош. Во все времена. Спасибо вам большое, желаю вам крепкого здоровья и надеюсь, это наше не последнее интервью. Всего доброго. Всего доброго. А я передаю слово моим коллегам. Ира, Спасибо, большое Ирина. спасибо за такую очень интересную беседу, такую встречу. Действительно, очень уникальные артефакты хранятся вот в нашей духовной семинарии. Да, кстати, вот этот праздник, День славянской письменности, отмечают причастные люди, преподаватели русского языка, поэты, писатели, лингвисты, Студенты филологические, журналисты. да, журналисты. Всех опять-таки. причастных мы поздравляем. Да, обязательно поздравляем. Бесценную посылку из далекого берега озера Ильмень получил школьный музей Чурапчинской средней школы. Это находки с битвы на озере Ильмень. Отличные вещи солдат-якутян и военное оружие, которое обнаружено на местах боевых действий. Школа сотрудничает с поисковой группой уже несколько лет. До пандемии школьники ездили в Новгородскую область, привезли землю из чурапчинских халасов и высыпали ее на братскую могилу. Напомним, в битве на озере Ильмень 23 февраля 1943 года сложили свои головы более 300 воинов-якутян. Эти вещи нам подарены руководителями поискового клуба «Медведь», руководитель ТУМа Игорь Григорьевич. Мы выражаем глубокую нашу благодарность и надеемся, что в дальнейшем мы тоже продолжим наше сотрудничество, продолжение поисковых работ в районе Ильмени, озера Ильмень, где погибли наши земляки. Кстати, это еще одно подтверждение то, как молодое поколение именно трепетно, с заботой и уважением относится именно к нашей истории. Ну, а у дачников началась самая-самая горячая пора. Это я тебе как дачник говорю. Нужно высаживать в теплицу рассаду овощей, сажать в грунт картошку, ну и не забывать о красоте подворья. Я думаю, это будет очень полезно и мужчинам, и женщинам. Сейчас в нашей рубрике «Сад-огород» расскажет опытный цветовод Ольга Шиханова-Жданова о том, как высаживать правильно цветы. Доброе утро, уважаемые телезрители и, конечно же, дачники. Я хочу поздравить всех дачников с началом сезона. И сегодня я хочу рассказать, как проще в наших условиях в северных выращивать гладиолусы. Это любимый многими дачниками цветок. Я выращиваю гладиолусы букетным способом. Все мы знаем, что нужно пройти луковицам и аэровизацию. Ее я тоже упрощаю. Вот насыпаю земли в контейнеры. Вниз, конечно, дренаж ложу, потом землю, которая подходит вот гладиолусам. Они любят очень водопроницаемую, воздухопроницаемую землю. И где-то сантиметров 20 вот так вот насыпаю земли. Потом делаю подушку из песка и выкладываю обработанные луковицы гладиолусов. И оставляю их вот так на поверхности, на песке, в полутемном месте. Когда же увидите через 10 дней, что корни уже пошли в песок, вошли, тогда можно будет досыпать землю. Землю досыпаем
тоже сначала песок на луковицы, гладиолусов насыпаем, чтобы проходила вся вода вниз, уходила, на луковицах не застаивалась. А потом уже насыпаем слой земли. Землю насыпаем, вот высота луковицы сколько, мы насыпаем 3 раза, в 3 раза больше земли. У стенки емкостей вот этих ставлю опоры, потому что некоторые гладиолусы бывают высокие. В центр я сажаю один крупный. Вот. Везде, где, если посмотреть, крупный, красивый, допустим, чтобы он отмечался пятном таким красивым. А по краям уже сажаем поменьше и посветлее. Тогда получится очень красивый букет. Вот этот способ очень хорош еще тем, плюс у него, что осенью, когда заморозки будут, мы можем их занести на веранду или даже в дачный дом или куда-то. И они до октября могут даже стоять, и очень хорошо это на луковицу действует. И она возьмет все себе, в себя все вберет. И будет уже полноценная такая луковица, и у нее бы как бы зародится зародыш вот цветочный. Поэтому весной ее чуть-чуть иеровизацию ей пройти. Те же лилии отцвели, и все, пусто осталось. Поэтому вот эти берете горшки и между рядами лилий ставите, и у вас получится грядка по-новому уже цветет. Та же самая грядка будет. Это очень хороший плюс, когда будет вся дача всегда цветущая. Дорогие дачники, хорошего вам урожая, хороших цветов, очень красивых цветов. Друзья, ну на этом мы подведем итог сегодняшнего нашего эфира и будем, наверное, уже прощаться, но с вами увидимся обязательно завтра. До завтра.